Всем мира, друзья! Сегодняшний выпуск о главном мифе о Казанском ханстве. Поговорим о рабовладении и работорговле среди татар. Алга. Пожалуй, начало мифу о работорговле положил митрополит Макарий, призывая царя Ивана Грозного совершить поход на Казань, дабы тьмучисленное множество христианского плена, мужского пола и женского, юнош и девиц и младенец от поганых рук с радостью возвратшахуся совосвояси. Во время завоевания Казани и ее окрестностей, как пишут летописи и современники событий, например, Курбский, было освобождено немало пленных. Но только гораздо позднее в летописях и исторической публицистике появляются цифры, характеризующие количество этих пленных. Никоновская летопись и царственная книга указывают, что только через Свияжск на родину проследовало 60 тысяч, а казанская история доводит их число до 100 тысяч человек. Скорее всего, русские пленники в Казанском ханстве были, однако даже непредвзятый взгляд на эти цифры обнаружит их историоведческую ничтожность. Эти данные служили определенно другим целям, и их цифровые значения не имели никакого другого значения, кроме синонима слова «много». Смысл же их был двоякий. С одной стороны, подвести фактическую базу под представление о тьмочисленности пленников, а с другой показать, что основная часть татар Поволжья является амусульманинами и ататаринами русскими, которых следовало всевозможными средствами вернуть в лоно православной церкви, поступая с ними как с вероотступниками. Современный ученый Бахтин, к примеру, подчеркивает, что среди казанской знати была многочисленная группа феодалов, связанная с работорговлей, которая пыталась заручиться покровительством Турции и Крыма, а целью вторжения казанских ханов в Россию был грабеж и захват пленных для продажи. Однако сведения о некой многочисленной группе казанских аристократов, связанных с работорговлей, до сих пор исторической науке неизвестны. Настойчиво повторяя эти домыслы, предлагается форма общеизвестной и научной аксиомы, не требующей доказательств. Строго говоря, некоторые факты продажи в рабство захваченных в Москве пленников существуют. Но, скорее всего, они носили не системный характер, как, например, после совместного похода на Москву крымского и казанского ханов, когда захваченных многочисленных пленников казанский хан Сахиб-Гирей продал, по словам Герберштейна, татарам в Астрахани. Мы упоминали о том, что в Казани существовали партии, которые были ориентированы одни на Москву, а другие на татарский мир. Так вот, именно восточно-крымскую партию принято включать в слои заинтересованных в работорговле с Востоком. Далее Бахтин делает еще более поразительные в кавычках открытия. Он определяет, что в восточно-крымской группировке первоначально преобладали ногайские и сибирские течения, а с начала XVI века – крымская. Она, дескать, состояла из пришлых феодалов, а также фанатичных приверженцев ислама из местного населения и стремилась к сосредоточению в своих руках власти и доходов, взимание которых воспринималось местным населением как грабеж. В этом она наталкивалась на сопротивление московской группировки, представленной исключительно местным населением. Однако, что это за заинтересованные в работорговле сибирские и ногайские течения знати во главе Казанского ханства? Если автор намекает на кратковременное правление хана Мамука, то где указание, что он и его окружение за этот период занимались работорговлей? Неизвестные факты, на которые опираются, говоря о преобладании в XV веке некоего ногайского течения, которое якобы также занималось работорговлей. Вопреки мнению Бахтина, доверчиво следующего за мыслью историка Пересядковича, что среди казанской аристократии находились представители разнообразных партий, кроме одной, которая имела бы в виду и преследовала бы интересы самого Казанского ханства, изучение структуры управления и истории внешней политики этого государства определенно свидетельствует, что в Казани была только одна партия – Казанская. Что мы имеем в виду? Какой бы путь развития ни предлагали ее жители, интерес ее был именно в Казани. Именно интересами самого ханства и его земледельческой знати объясняются все резкие повороты и виражи внешней политики. Именно татарская знать в лице 4 карачебеков во главе Сулу с карачебеками стояла за спиной всех ханов, руководя и направляя их деятельность
и сменяя их тогда, когда это было им необходимо. Та самая чехарда и круговерть переворотов, которая, по мысли некоторых историков, была бессистемной игрой клик, на деле была вполне четкой и отлаженной системой. Именно карачебейки, опирающиеся на свои кланы и управляемые ими дорогами, составляли становый хребет государственности и военной мощи этого средневекового государства. Довершает пассаж Бахтина о сторонниках Восточно-Крымской партии сведения о том, что они были из наиболее фанатичных приверженцев ислама из местного населения, и именно они были в числе заинтересованных в работорговле. Очевидно, противниками России даже тогда, в XVI веке, могли быть только фанатичные исламисты. Однако, если вернуться с фронтов идеологического противостояния к науке, важно понять, из каких таких источников известно о том, что пришлые крымцы и их местные сторонники были фанатичными приверженцами ислама, а их противники не фанатичными. И откуда известно, что фанатичные мусульмане поддерживали работорговлю, а не осуждали ее. Все факты, которыми располагает историческая наука, свидетельствуют о том, что основой богатств и военного могущества казанской знати была земля и доходы с нее, а также различных пожалований на сбор пошлин и налогов. А работорговля, если и была, являлась разовой и нерегулярной сверхнормативной прибылью. Если у авторов теории о повальной работорговле в Казанском ханстве есть другие сведения о внутренней структуре Казанского ханства, то следует их обнародовать, дабы не интриговать научную общественность далее и зрителей татар сквозь время. Задумаемся, если казанцы действительно занимались массовым угоном людей в рабство ради их продажи на восточных рынках, то откуда же в Казанском ханстве взялись тысячи русских пленников? Видимо, казанцы их и не собирались продавать. Как и на Руси, пленных обращали в зависимых людей и сажали на государственную и частную землю для ее обработки. Об этом свидетельствуют и, в частности, данные Песцовой межевой книги по городу Свияжску и уезду, где описаны земли полоняннические в татарских и чувашских селах и в деревнях, которые полонянники живут с татарами и с чувашой вместе. Действительно, было их немного, и вряд ли они могли служить опорой новой власти, поскольку многие из них уже жили в Поволжье достаточно долго, некоторые во втором и третьем поколении и частично даже приняли ислам. Это, видимо, и вызывало основную злобу царских чиновников, стремящихся собрать и выслать бывших пленников, а ныне крестьян, в прежние места проживания прежним хозяевам. Об этом нежелании уезжать освобожденных людей довольно красочно пишет Курбский и Казанская история. Видимо, жизнь в казанской неволе была для них иной раз предпочтительной, чем свобода на Руси. И этот факт, кстати, продолжают замалчивать некоторые историки, предпочитая описывать страдания русских людей в татарской неволе или фантазировать на тему рабства, перенося на Казань XVI века сведения о неволе и работорговле с Крыма XVII и XVIII веков. Сколько действительно было русских пленных в Казани? Учитывая, что татар в Волго-Уральском регионе было около 180-240 тысяч человек, а всего население ханства достигало 500 тысяч человек, 100 или даже 60 тысяч пленных будут цифры, очевидно, запредельной. По данным той же Песцовой книги по Свияжскому уезду, очевидно, что в массе своей полонянники составляли незначительный процент и жили с татарами, и всего в 5 государственных деревнях. Эти данные дополняют археологические материалы, которые дают чрезвычайно мало находок русского происхождения, прежде всего предметов христианского культа, и отсутствие выявленных христианских кладбищ для 15-16 веков. Уместно задать вопрос, что же делали русские военники с захваченными в Казанском ханстве весьма многочисленным полоном? Очевидно, что часть продавали на невольничьих рынках. В России, как известно, торговля людьми продолжалась вплоть до XIX века, после чего часть из них попадала в Крым и далее в Средиземноморье. Кстати, и Бахтин, и другие авторы, говоря о восточных невольничьих рынках, повторяют расхожий штамп, который приклеился к историческим работам как отражение реалий XVII и первой половины XIX веков. Для XIV и XVI веков основным покупателем живого товара в Причерноморье были христианские братья по вере, итальянцы, греки и армяне, и только к концу XV века стали усиливаться позиции мусульманских купцов. Другая же часть пленных татар
прикреплялась к земле, если это мужчина, либо использовалась в домашнем хозяйстве, если это женщины и дети. Иными словами, именно русские дворяне были заинтересованы в захвате пленных для их последующей продажи не меньше, например, крымцев. Однако обвинения в насилии и работорговле сыплются исключительно в адрес татар, причем возводятся они в масштаб апокалиптического бедствия, тогда как набеги казанцев, за единичным исключением, за столетнюю историю, не принимали масштабов, подобных ежегодным крымским рейдам. Кроме того, наряду с оценочными есть и более точные цифры крымской работорговли, и она далека от тех астрономических цифр, которые обычно приводят некоторые историки. Так известно, что через порт Амасра, южное Причерноморье, который был одним из центров перепродажи рабов в Средиземноморье, из Кафы вывозилось в 1506-1507 годах в среднем по 113 рабов в месяц. Для сравнения укажем, что в лучшие годы кафинской работорговли с Южным Черноморьем в 1410-11 годах, например, за месяц вывозилось в среднем те же до 113 рабов, но учитывая все порты. А обычная цифра по массариям Кафы была намного скромнее – 47-67 рабов в месяц. К тому же следует добавить, что масштабы кафинской торговли через Южное Причерноморье, значительные в XIV веке, начале XV века, сокращаются к середине XV столетия, что, возможно, говорит не только об общем сокращении работорговли, но и об изменении масштабов работорговцев. Вполне допустимо, что в XVI веке приток рабов даже в целом увеличили, но без расширения истроеведческой базы, оперируя лишь понятиями многотысячные русские пленники на восточных невольничьих рынках. Доказать это невозможно, так как данные о кафинской торговле в период расцвета дают хотя бы какую-то отправную точку в этих рассуждениях. Не принимая поэтому саму концепцию оказаний как центра работорговли, укажем, что и по формально историоведческим основаниям у непредвзятого историка не может не возникнуть сомнений в созданной на внеисторической основе историками прошлого апокалиптических картин работорговли в Поволжье. На самом деле, для того, чтобы выдвинуть и обосновать данную концепцию, не нужно было выстраивать длинные и не во всем доказательные предположения об экономической непривлекательности завоевания Поволжья. Допустим, это и было на самом деле, Россия стремилась завоевать Казань, чтобы получить дополнительные земли, подданных и торговые преимущества. Это, в принципе, не отвергает политической целесообразности завоевания Казани. Аргументация осталась бы прежней или была бы более прямолинейной и в определенной степени более логичной. Хотя тогда эта новая концепция стала бы очень сильно походить на пресловутую теорию меньшего зла вкупе с героической борьбой русского народа против осколков Золотой Орды. Думается, что в дальнейшем ее авторы откажутся от громоздких социально-экономических довесков и сосредоточатся на геополитической аргументации. Впрочем, тогда в ней не останется ничего нового, поскольку все это уже было и нисколько не продвинуло отечественную науку в понимании процессов, происходивших в России и с Россией в канун и после Казанского взятия. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте мощные лайки под этим видео, пишите свои мнения в комментариях и знакомьтесь с историей вместе с нами. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.